Сегодня во всех муниципалитетах проходит федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Давайте об этом поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Ленара Хакимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ленара Хакимовна, вот сегодня очень ответственное мероприятие проходит, и насколько оно отличается? Просто вот мы привыкли к тому, что если это ярмарка трудоустройства, то это ярмарка вакансий. Да. Сегодня на самом деле максимальная концентрация смыслов, организаций, которые позволят человеку, который закончил школу, закончил вуз или СУС, просто ищет работу, просто ищет другую работу, то есть не безработный, а просто думает, а может быть я что-то поинтереснее смогу себе подобрать, прийти и в одном месте получить максимальную информацию. Все приемные компании наших колледжей, университетов будут находиться в этом пространстве Конгресс-холла. Мы говорим сейчас о Уфимской площадке, то есть в Уфе. И работодатели, начиная от УМПО, заканчивая там и БСК, и комбинат рабочей одежды, стеклонит, то есть огромное количество работодателей, которые сегодня ищут сотрудников, и вот возможность им найти друг друга, собственно, будет предоставлена в этом месте. И еще, что очень важно, от обычной ярмарки вакансий, как мы говорим, это все-таки у нее такое официальное название, Всероссийская ярмарка трудоустройства, отличает это мероприятие то, что там будут проходить, там прямо, зонировано все, и можно будет пройти различные профессиональные пробы, тестирование, там будет большая деловая программа, лектории для мамочек. Там мама – это тоже профессия, да, там, значит, больше, чем работа, это информация про, про конкретные, то есть конкретные работодатели, то есть есть возможность историю успеха уже состоявшихся руководителей послушать, и для многих ребят это очень полезно на самом деле. Вот, это место, и самое главное, все-таки оно у нас называется проффест, да, то есть фестиваль профессий, это место, где можно и попробовать себя в том числе в качестве крановщика, водителя, экскаваторщика, машиниста, пожарного, ветеринара. То есть это будут зоны, где можно с помощью или VR-очков, или симуляторов, прямо вот что-то конкретное поделать. Потому что, допустим, для школьников, я считаю, что начиная с 12 лет, это уже вот прямо вам туда. Если вы родители подростков, вот скажите, что ты делаешь сегодня? Иди в Конгресс-холл. То есть это вот прям то место, где стоит сегодня побывать. Вот, то есть мы приготовили огромное количество сюрпризов. У нас, кстати говоря, уже прошел флешмоб, посвященный 450-летию Уфы. 700 студентов выстроились в цвета башкирского флага и выписали как раз 450 на площадке, на нижней площадке Конгресс-холла на Ватане. Вот, то есть это интересно, весело, увлекательно. Там много будет активностей, квестов и так далее. Как я повторюсь, для ребят, но и для взрослых людей там точно будет что посмотреть и найти для себя. Да, здорово, что там будут именно приемные компании, такие выездные, да, своего рода вестись. Но смогут ли, например, вот сейчас очень много ищущих себя, ищущих свое призвание и взрослых людей, да, иногда в возрасте, найдут ли они себе там, может быть, задачу, как смогут ли они решить для себя этот вопрос? Я повторюсь, там много стендов организаций, то есть вот прямо с вывешенными предложениями по вакансиям, с соцпакетами и так далее. Вот мы не так давно, то есть, вернее, много говорили в последнее время о нашем проекте «Башвахта». Каждую среду мы выезжаем в район, у нас уже график, потому что все просят приехать, рассказать, что это такое. Когда вахтовик может поменять свою работу на северах на работу в Уфе. То есть приезжать на вахту, но в своей республике. Так вот, хочу сказать, на таких встречах я на что обращаю внимание? Там обычно жены присутствуют. Обычно часто бывает, что жены или мамы бывают
таким катализатором в семье. То есть они что-то узнали, пришли домой, говорят, слушай, а вот тебе стоит туда там пойти и так далее. Так вот, интересует обычно, ну, как всегда, соцпакет. Что там? Естественно, зарплата, какие дополнительные плюшки есть, например, бесплатное проживание, там, бесплатные обеды, доставка к месту работы, всякие выплаты там, к женитьбе, рождению ребенка там, и так далее. Да? То есть вот это все, на самом деле, всю эту информацию непосредственно у работодателя можно будет получить. Это вот очень важно, что там вот они приедут, вернее, люди приходят и получают максимум информации. Вот мы с вами говорим о том, что это федеральный этап, и проходит он во всех муниципалитетах. А проходит ли он в муниципалитетах? Именно как будет простроена работа в городах и районах? В городах и районах с 10 утра все работает. Лучшие площадки, как правило, это дворцы культуры, дома культуры, районные дома культуры распахнули свои двери, и аналогично, как в Конгресс-холле, проходит все, ну, понятно, что чуть скромнее, но все проходит во всех городах и районах нашей республики. Это очень важно, и это сквозное мероприятие по всей стране, и что приятно, наша республика, город Уфа, была выбрана одной из столиц Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мы через полчаса буквально начинаем прямую трансляцию на всю страну нашего круглого стола. Как раз наша главная тема сейчас – как обеспечить предприятия нужными им кадрами. А какие конкретно предприятия, или, может быть, это разный спектр, потому что крупные предприятия, ну, сейчас очень во многих областях есть кадровый голод. Совершенно верно. Мы вот вчера такую репетицию HR-клуба проводили, обсуждали кучу вопросов, начиная там с того, что отучился молодой человек, с ним предприятие работало, а потом он уходит в армию, а затем не возвращается. То есть что можно предпринять, какие моменты, ну, как бы учесть. Потом целевое обучение, которое внедрено в этом году с определенными изменениями. Тоже, как выяснилось, столкнулись работодатели с определенными проблемами. Вот эти все вопросы будут звучать, а нашими главными спикерами будут Уфимское моторостроительное производственное объединение, Евгений Александрович Семиевличенко сам будет, Башкирская содовая компания и наша башкирская, вернее так, мясная компания «Таврос». Вот, у них не только в Башкирии есть локализация точнее. Ленара Хакимовна, и это уже не первая ярмарка именно такого формата, да, ярмарка трудоустройства, а есть какие-то вот именно результаты, может быть, подводит статистика, кто нашел работу, у кого какие, вот чтобы был... Очень правильный вопрос. У нас так называемое счетное табло, да, 2500 трудоустроенных по итогам первого этапа. Первый этап был 12 апреля. Вообще сегодня в Конгресс-холле порядка 115 предприятий будут представлять более, по-моему, 10 тысяч вакансий, если я сейчас вот, я боюсь просто ошибиться, потому что много очень цифр, и на самом деле по итогам вот прошедших ярмарок все измеряется десятками тысяч. То есть вот цифра 2500 трудоустроенных – это люди конкретно нашедшие работу. Это, мне кажется, вообще... как бы самое главное на самом деле. И будет ли затем какой-то, может быть, вот резонанс, эффект именно от этого мероприятия? Будет ли потом затем какой-то вывод сделан, может быть? Вот вы уже сказали, что будет круглый стол, но хочется именно, будут ли потом переняты какие-то практики, может быть, в следующем году повторится мероприятие? Ну, вообще нас заметили именно по прошлогоднему мероприятию. То есть мы в прошлом году очень мощно провели, и в этом году по итогам прошедшего, вот, обратили внимание, к нам также приехал Киселев Михаил Сергеевич, он первый заместитель председателя комитета по делам молодежи Госдумы Российской Федерации, он же председатель российских студенческих отрядов. То есть вот это студенческое, стройотрядовское движение, оно тоже очень хорошо сюда вписывается. Отличное там, ну, скажем так, отличный потенциал заложен в эту тему. Ее тоже мы планируем, так скажем, раскрутить. И вот каждая вот сказанная, ну, скажем так, поднятая проблема, она точно будет отрабатываться. И очень хорошо, что это прозвучало именно в Уфе, а мы, соответственно, будем, ну, скажем, где-то участвовать в проработке каких-то нормативных правовых актов. Потому что вплоть до того, что, например, программа «Профессионалитет»,
которая в том числе и на девятиклассников, ну, то есть обучение в колледже после 9 класса, на которых распространяется программа «Профессионалитет», приводит к тому, что по окончании, ну, то есть получив образование в колледже, молодой человек еще не достигает 18-летнего возраста. А у нас, ну, как бы полноценным работающим человек становится только 18 лет. То есть у нас труд до 18 лет, но он с ограничениями, с определенными особенностями. Поэтому вот здесь нужно какие-то вносить изменения, либо что-то делать с программой «Профессионалитет», либо нужно для получивших профессиональное образование в Трудовой кодекс вносить поправки, что можно из 17 лет работать. Понимаете, да, то есть вот это, ну, серьезные такие системные моменты, которые, повторюсь, Бог даст, будут услышаны и восприняты для дальнейшего совершенствования законодательства. Ленара Хакимовна, спасибо огромное, что нашли время, пришли, рассказали о таком мероприятии. Мы надеемся, что мы еще подведем его итоги для того, чтобы был, ну, действительно увидеть результат проведенного форума. Я думаю, что это точно будет очень полезно всем участникам. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.